С добрым утром! Утро у нас сегодня действительно доброе. Начинается третий день рыбалки. Вышли бы сегодня пораньше встали. Встали сегодня не в 9 или сколько, 8 мы вчера вставали, а в 6 часов, потому что вчера раньше легли. Иван уже с утра пораньше побежал вдоль берега проверять, клюет, не клюет сегодня. Но погода вроде бы устаканилась, значит есть надежда. Может быть сегодня будет получше, чем вчера. Ну а так, что, отдохнули просто замечательно. Избушка, природа, тайга, тишина, река. Что еще надо? Ну и что? Сначала пробуем здесь вдоль берега пешком, ну а потом накачиваем лодку. У нас лодка еще спускается. О, уже плесканулся кто-то. Сейчас вот здесь прямо и буду пробовать. Лодка у нас пускает. Видать, где-то блесной пробили. И надо постоянно подкачивать. Вон. Ну как, воздух еще есть, но его уже не так тоже много. Ладно, все, поехали. Берем спиннинги и начинаем пробовать. Так, снимаем пока вчерашний воблер. И попробуем нацепить вот такую вот волосатую мушечку с вертушечкой, потому что здесь возможно хариус. Я так думаю, он вполне может клюнуть. Спиннинг, конечно, красота. Если я раньше не придавал этому значения, как бы палка и палка, то теперь я знаю, что каждая палка это... О! Простой телескопичкой я забарасывал 2 раза ближе. Так, ну что, смотрим. Первый заброс. Пока тишина. Вот он плещется. Скорее всего, это хариус. И это не может не радовать, потому что 2 дня он просто не плескался. Так, все. Сейчас он должен заметить. Ты смотри. Не хочет. Ну вот же он. Или это что за рыба вообще? Машкару собирает. Или что-то такое мелкое с поверхности. А мушку брать не хочет. Мушку брать не хочет. Так, на улице уже становится жарко. Пора раздеваться. Чем-то моя блесна ему не нравится. В общем, все приготовились, все загрузили. Хариус тут так и не взял. Ни тот, ни другой, ни третий. Рано радовались. Рыба и сегодня не хочет кушать. Даже у чаек и то аппетита нет. Они даже вчерашняя потрошка, что им оставляли на берегу, и то не съели. Вот такой вот перекат. Хороший, красивый перекат. Теперь будем попробовать проскочить эту струю. Главное, чтобы днище не пропороть на лодке об камни. Вон, река вся обмелела. Вот это называется река Печора. Да. Ужас. Неужели? Ну нет, 2 хариуса вот видно было плескалось, но чтобы мы не меняли ни на что. Там мелко. Ну, так, вот вон. Как раз под только О, не, вон здесь он на струе должен быть, по идее. Офигеть, здесь какое течение.
И глубина есть, и течение, а хариуса нет. А там вон, там запорим. Смотри, как это даже порог, да, получается. Ну там камень, через камень, видишь, какие башни. Ты это, на тот камень большой, главное, не налетай, вот, который валун, ты туда и несет тебя. Левее, 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 левее. Что там? Ага, валун большой. Вот тут за валуном кидают. Тут может в этой буче может что-то быть. Блин, и камни, и такая струя. И ничего. Хорошая струя, но рыбы нет. Ничего. Ух ты, блин, ух ты. Камни-то главное лишь бы лодку не пропороть, мелко тут. Вот это струя. Вот за нее кидай. Вот. А, тут только... О. Блин, аж жутко становится. Да нет, это же резинка. На казанке бы я не боялся, блин. А тут об острый камень, если шандара. Вон, смотри, Иван, может туда сходим? Вот на тиховод, на где-то границе. Ну так вот надо мотором туда ехать. В чем это? Не, на тиховоде их нету сейчас. С клопом он будет на тиховоде. Это вот тут надо его. Не. Бучи. Вот так вот, докинул, нет? Почти. В этой буче надо искать. Это и все, да куда не шло. Я тут когда-то по центру ловил. Кого, хариуса? Да, вот так спускался и по центру, блин, начал брать. Сразу тишина такая после порога. Ну да, после шума. Солнце уже в зените. Время где-то примерно полдень. И у нас только первая поклевка. Первая поклевка. Вот такой вот окушок. Спустились 3 километра. Встретил знакомого Валерка с товарищем. Тоже поймали 2 окуня только при нас. Тоже не клюет. Не то что, получается, не только мы не умеем. Получается, рыба вообще не клюет. Не знаю, что с рыбой. Хариус не плещется, окунь не берет, язь не гуляет, щуки нет. Попробовали все снасти. Все уже попробовали. Даже вот эту выручайку уже, которая просто суперски играет. 25 грамм. А поймал, сейчас покажу на что. Вот поставил вот такого рыбку. Желтая джиголовка попала вот на это. Перепробовали все. Такое редко, когда увидишь, что рыба совсем не клюет. Прекрасная погода, солнышко, полный штиль, но небольшой ветерок. Машкара кусает и не клюет. Вот такое вот короткое печальное включение. Сплавились уже где-то километров 3, наверное, да? Да. Около 3 километров сплавились. Один окунь на 3 километра. Ну вот и ответ на нашу загадку. Вон стоит окунь. Видишь, гонится? Он за тобой гнался, подошел. Он просто... Но за твоей вибриком лучше гонится, чем за моим. Он просто не хочет брать. Теперь все ясно. Окунь есть, окунь стоит вот. Он просто полный игнор на все, что происходит. А вот сейчас мы Короче, по-другому. Мы пойдем другим путем. Да, я тоже достану удочку и попробую на червя. Мы пойдем другим путем. Так. Ну вот, червяк сработал. Пойман второй окунь. А вот был бы малек, мне кажется, он бы работал. Надо выйти на берег, что-то перекусить. А то с утра уже маковой росинки во рту не было. Я уже кушать хочу. И черпануть мальков. И половить на малька. Видишь, если он червя кушает, то малька по-любому съест. Я еще до конца не успел. Вот, видишь? Вот, видишь? А у тебя там, видишь, это зелененькая такая. Мормышка. Да. Окуневый глаз.
Да, вот и он это на глаз этот. Неужели дело сдвинулось с мертвой точки? Так, все, наверное, кончились. Ну тут два плавали, я их видел как бы. Ну вот. И засек, и вот они сдались тебе. Посмотрим. О, как весело в лодке стало. Да, то без шума. Вода пошла походу на прибыль от дождей. Вот тебе и весь рассказ. Весной тоже вода большая. Клюют. Так. Лодку прибило к берегу. Ну, прибило так прибило. Все равно рыба не клюет. Значит, будем обедать. Я уже кушать хочу, проголодался. Что у нас сегодня будет на обед, Иван? Уху варить с 3 окуней? Мне кажется, жидкая уха будет. Так. Макароны сварим, может, с этой тушеночкой? Давай. Надо сделать костерок, да? Да. Так. Там-то у нас место хорошее было. Тут тоже хорошо. Тут сейчас посмотрим, да. Вон дрова. О, смотри, какой красивый цветок. Чай. А иван-чай, а он что какой-то не такой, он декоративный, что ли? Декоративный там. Это не иван-чай, наверное. Это не иван-чай, Иван. Это не иван-чай. Это вообще какой-то... Он похож на иван-чай, Иван, конечно. Похож на иван-чай, говорю, но... А, ну да. Вон. И это иван-чай есть разные. Ну да, аромат похож на иван-чай, да? А это, наверное, натуральный иван-чай. Это каменный иван-чай. Да. Здорово. Нравится. Так, кто в курсе, пишите, что это за растение. Иван сказал, что это настоящий иван-чай. Иван-чай, Иван, это твой чай? Чтобы макароны не залипли, нужно соль. Подсоленную воду. То есть. Ну что, рыба не хочет клевать, мы не расстраиваемся. Сами Сами поклюем, потому что рыбу поймаешь, надо будет чистить. А на улице жара, на улице опять у нас лето. На улице полный штиль. Да кидай всю пачку. Сегодня на обед у нас макарошки с тушеночкой. Классический вариант рыбацкой еды. Уху сегодня не сварили, потому что на уху мы сегодня не наловили. 3 окуня поймали, почистили, засолили, да? Да, так я почищу. Натаскали дровишек вот подальше от леса. Ну, в общем, на черных камнях. в общем, будем кушать, будем пить. В принципе, все готово. Конечно. Идут последние приготовления. И у нас опять праздничный стол. Каждый день праздник, да? Да, на рыбалке праздник. Мы же не за рыбой сюда приехали, правильно, Иван? Да, отдыхать. А на рыбалку. За рыбой можно в магазин сходить. Да, вот пятерочка есть в этом В магните дешевая. Да. И клюет там всегда, видимо. Только закидывай карточку. У меня на карточку берет. На карточку берет, хорошо? На зеленую или на красную? На зеленую. Вот такая. Там волны нарисованы. Прикладываешь только и все. Ага, понятно. Что, сальцо пожарим? Ну, есть желание, пожалуйста. Дымком отдай. Шашлик, машлик. Шашлик, башлик. Ухи у нас сегодня нет, так что будем Ну, давить. так, ну не каждый же день. Это же. Будем давиться салом. Вот он ты весь. Не, ну смотри, в такую жару сам рассуди, да? Да. Ну поймали бы мы рыбу. И все, и испортилось. Испортилось бы, да. А так, мы сейчас покушаем, отдохнем. Вечерком поймаем и домой. Свеженькая. Вся в соку, тверденькая, не размягшая. Поймаем по 4 штуки, хватит. Почему по 4? Давай по 5 хотя бы.
Ну, тебе 5, тебе больше семья. У меня 2, 4 хватает. Каждого. Угу. Каждой твари по паре. Каждому почти. 5 язей, 5 щук килограммовых, 5 Хотя- окуней килограммовых. Хотя бы. А прикинь, много вот выловили бы, да, выше нормы было бы. Угу. Тоже, ты пока что, давай рыбацкого нашего. Я пробую. Если вкусно, то скажу тебе. Вкусно? Ну, вроде с мясом. С мясом. Мгм. Что, ты в нашей тушенке мясо где-то хотел увидеть? А если еще сало, ой, блин, как жгет в голову. Голову ждет? А ты капитанскую кепку одень. А вот так не жгет. Так, чуть-чуть. Эта лодка пристала вон там, да, что ли? Ну да. Блин, такой перекат, смотри, такая струя, считай. Это Да. полностью 2 километра переката. Тут Хариуса раньше море было, блин. Да. Я помню на Сенокосе, сестре приезжал сюда на Сенокос, неделю мы жили на лугах. Ставил палатку вообще, ночевали палатку. Мгм. Какой ночевали? Ночью косили, Да. а, Днем днем сгребали, ну вечером после Да. обеда. А вот время такое получается где-то с 5-6 примерно до, ну пусть скажем, до 10. Вот часов Да. 5 у меня было свободного времени. Так что думаешь, я в палатке спал это время? Не, в воде. я в лодку и вот сюда вот ехал до острова туда, там на тот перекат. Там половил и все, сплавляю. Слышу, трактор едет. На Кировце сено тогда возили. Я все, ноги в руки, бегу опять, сгребать целый день. Вечером чуть они увезли сено. Правда, не выгружал я, здесь оставался как бы. Пока не выгружать, немного поспал. Вечером опять на рыбалочку еще сходил, половил немного там. Все, ночью опять утром косить. В 3 литовки вручную косили, вручную сгребали, правда возили сразу на тракторе. За 5 дней сенокос, 6 дней сделали, ну, с привозом. О, Вот капнешь на камень. вот это вкусняшка. Вот это вкусняшечка. Аж шкварчит. Ладно, это шашлык-машлык. Что, сразу Да. туда? Да. Ладно, руки мыл. А это саландари. М, О, Блин, ну какой вы столовой вот такой покушаете? натуральный шашлык, смотри. Конечно, это ж там аромат, там все специи. Вот такой вот веник сделал. От машкары. От машкары отряхиваться. Но их практически нету, потому что на улице жара. Я теперь понимаю, почему на юге нет ни комаров, ни машкары. Не все высыхают. Скоро у нас то же самое будет. Скоро у нас пальмы зацветут, абрикосы. Да. И будем за Хариусом ездить на Северный Мы полюс, наверное. Мы вон срываем абрикос, только еще зеленый вот он. Да? Парники не созрели еще? Ну, По полной? как скажете, я один раз. Один раз? Да. А А кто? вот как раз один раз. Лелей, не жалей, это ж тебе. А. Так белей. Это тебе, это так белей. Чуть-чуть не долили. А я, наверное, Вань 2 раза. Да. Потому что Правильно. у человека 2 глаза. Да. У меня 3. 4. Я вижу 4 глаза. Так, ну Ладно. что, хлебушек у нас здесь. Да, я вон уже взял кусочек. Давайте тост поднимем даже не то, чтобы за рыбалку, а За любителей рыбалки. нет, за жизнь. За красивую жизнь. За спокойно. Да. Никто нервы не компостирует. Если только не трава, куда блесна цепляются, да? Ну, это естественно. Чё, цепилась, отцепилась, оторвал, порвал. Ты такую блесну. Ой. Да, давай за упокой блесны. Это как Асмолов-то пел. Спасибо, жизнь, за праздник твой, короткое свидание с землей. Вот и осень. Нет, до осени еще далеко. Вот и лето. Будем. Да. Ну и, Ага. ну и теплое, а?
О, А смотри, на солнце как хорошо пошла. нагрелась-то, а? Ну, как чай. Как чай. Иван чай. Иван Григорьевич чай. Банка тушенки. Когда кидали макароны, что-то вроде бы еще и мясом было, да, с мясом? Там где-то Ага. жир, где-то мясо. Почему-то мясо тоже растаяло вместе с жиром. А нет, вон небольшой кусок нашел. Ну, это ливер, наверное. Я каждый макарон продувал перед тем, как варить. Да? Мгм. Так лучше? Они, видишь, какие пышные. Не слипаются, когда продуваешь. А с какой стороны продувать? так. Слева или справа? С правой. С правой лучше, да? Берешь с правой и влево. И там, ну, кое-что вылетает. Но эти-то хорошо продувать, они короткие, а вот длинные макароны, те туговато. Ну, они потому и называются по-флотски. Потому что Вот обычно на этом перекате встанешь, пусть даже хариус не берет, но он плещется. да, тут ни одной. А стоять стоит, вот Валерка сплавлялся, говорит, хороший хариус, говорит, стоит, он не то чтобы блесну там не берет, червя там, малька, он стоит, он даже не прыгнет ни разу. Он же стоит, доходяга. Я понял, они просто это, кто-то им подогнал книгу, как спастись от рыбака. Да. И набор блесен. Кидают в газету, в речку. Бумаги, набор блесен. Он глянул, о, а это блесна. Нет, не то. А вот который он еще не видел, может и возьмет. Кузнечика бы сюда. О, это ты имеешь в виду из фильма «Раскозырявый клен зеленый ресвизной». С баяном, да? Ну, конечно. С баяном бы любой заклевал. Сейчас бы соиграл, так они бы распрыгались там. Я же тебе предлагал, Иван, давай возьмем баян. Ты говоришь, давай лучше собаку. У нас же загружена лодка. Не дай бог баян выпадет. Зимой с баяном поедем, да? У избушки. Ночи длинные. А какая бы длинная ночь ни была, вон, самые короткие ночи, 22 декабря. Поехали на рыбалку. Ну чё, до То есть 5 утра посидели. Это самая длинная была ночь. Зато И то не хватило. А летом что? Только пришел на рыбалку уже. Да, даже сейчас подремал, открываешь глаза, светло. Надо, наверное, идти. Сейчас уже хоть темнеет. Но это пока уснешь. А уснул, через час проснулся, уже светло. Знаю одного человека, мама про него говорила. Мой сынок совсем ничего не кушает. Ну, всегда голодный ходит. С утра встанет, булку хлеба, литр сметаны навернет и целый день голодный ходит. Ничего не хочет кушать. Литр сметаны. Я, кстати, до тех пор, пока учиться не поехал студентом, сметану не ел. Мама говорит, Генюк, щой, инокса, щой. Говорю, мам, ну она невкусная, кислая какая-то. Да, молоко лучше. Ёйканка-то я дети найса. Сахарным песком посыпет, густое, ну как масло, она Ну ложка да, стоит в да. банке в холодильнике. Это ж Она своя. домашняя сметана. Я говорю, мам, ну невкусная она. Ну, 6, 7, 8 класс, тут я школу закончил. Не ел. Нам даже в столовой в интернате давали, помню, эту сметану. Дадут тарелку целую вечером. Ложками ее ели, кому нравилось, я не ел. Потом в общежитии начал жить. Я много начал есть то, что раньше не ел. Голоднее тетка. В столовой смотрю, все берут по полстаканчика. Я тоже раз полстаканчика. Хапысь, там с борщец или еще что-то такое. Хапысь прямо, ну, со стакана. Да, нормально вроде бы. И наелся, и сытность, и как бы
жизненный тонус. И понравилось. И понравилось, а потом и по стаканчику начал употреблять. Я так до, 7 класс кончили, вот лето, 8. Помню. Ну, уже пацаны наши сосед, там я, мы как одногодки, но он пошли, мы идем в кино, пойдем в буфет, он бокал пива заказывает. Я, а мне что-то я понюхал, какая-то кислятина. Я говорю, а мне 100 грамм водки. Московская была такая зеленая этикетка. А, помню. Я говорю, а мне 100 грамм водки. И Андроповской вроде звали еще, да? Нет? Нет, это была московская. А московская? Ну нет. Да. Московская, но ее звали как бы Мне Андропов. написано московская. Да. И 2,63 было. Ну, я говорю, она при Андропове вышла, видать? Может быть. Ее... Ну, короче, я говорю, а мне 100 грамм. Там племянник у меня работал в этой кафешке. Ну, короче, я привык, что лучше 50 грамм самогона. Я это пиво вообще не знал, что это такое пиво. А потом, и отцу говорю, да, вот ходили в кино, блядь, там выходной был как раз. Я пришел, он говорит, фу, тебе что попахивает? Я говорю, а я 100 грамм водки выпил. Какой? Я говорю, в магазине, в Коле. Так а дома что, нету, что надо в магазине пить, чтобы люди видели, что ты с этих пор там и начал мне прочитать. Блин, думаю, я и не рад, что сказал, что выпил. Я говорю, ну Вася вон А же. сколько лет было тебе? 15-16 год. А, самогонку, то есть, не ругает? Да, Нет, самогонку он сам наливал нам, только, правда, На на Новый год. Рождество. На Новый год. Новый год, Рождество. Там вот по столечку, по сантиметру. Настоечку, стопки. настоечку или чистую? Чистый самогон. Ай. Я помню, я пришел в школу, как раз 7 каникулы до 7, а 7 это Рождество. Я пришел в школу и меня как отличника посадили на переднюю парту. И вот, блин, Мария Васильевна ходит, историк там, а я, блин, улыбаюсь. Она говорит, а что я такое смешное сказала? Я да, ты, блин. Первый раз, когда вот выпил, Запалила? мне что-то так смешно, хрен ее знает. Чуть не спалился, блин. Ну, не запалила. А и меня через огород и школа. Я как только что-нибудь сделал, смотрю, уже мама идет в школу. Уборщица сходит, уже вызывать. Я там, у меня Женька была такая, маленькая, но титьки вот такие. А мне-то интересно. Раз я за титьку, она как прыгнет и в шкаф химический. Этот шкаф, пробирки полетели, ёкал. Давай собирать этой пробирки. Урок, начинается урок, звонок уже. Быстро собрали, туда сложили, закрыли. И как назло, не у нас химия, а там в параллельном классе. Нет, заходит Николай Павлович. И... Директор? Нет, это химик. И прямо к своему шкафу. И раз, открывает двери и вот так на класс. И показывает это пальцем на меня. Это ты сделал. А между прочим, у меня были одни пятерки по химии. Я и на химические олимпиады ездил, везде. И он мне говорит, это ты сделал. Я говорю, Николай Павлович, это Женя сделала. А Женя, я же от него отпрыгнула. А он на нее смотрит и говорит, а ты зачем от него отпрыгивала? Кино и немцы. Интересно, конечно. Зачем ты отпрыгивала от него? Да он меня... Не надо дальше, говорит. Склад весь. А я поворачиваюсь, дурак. С передней парты беру ручку, а чернилки были у Макати. Такие, с пером. Ручек не было еще? Да, вот этих шариковых. Каллиграфично же писали. Все там нажать, там отпустить. Там такая была каллиграфия. А я беру эту ручку и вот в нее хотел кинуть.
кидаю, и ее соседки вот сюда под глаз, блин, пером. Воткнулся? Ёлки-палки, да. Вот беда-то. Татуировки, это получается чернила же в кожу Да, вошли, да? да, и все, и у нее тут долго был этот знак. О, Татуировка. да, татуировка. Я говорю, Маша, извини. Маша, Извинялся, да. Маша наш. Смотри, да, какой даже мангал не нужен. А. Бревно справа, бревно слева. Да, и она... И оно И жар. и угли снизу, только сверху, считай, а внутрь вот пихаю, и получается прожаривается и не горит. Да. И дымок еще, оно еще и коптится сразу. Сало копченое, не вареное, Да. а копчено-жареное получается. И, короче, приключений было море. Научился я хорошо. А запах какой чувствуешь? Я прихожу со школы, у нас штахетник вот тут, чтобы в огород не ходить. Я книжки без сумки носил, вот так в руке, ну через огород, да что. Я в штахетник суну книжки вот так. Вышел и пошел, удочку взял и пошел. На второй день утром встал, блин, посмотрел расписание, что надо брать. Ёлки-палки, нету книжек. Я туда-сюда. Мама, где книжки? А мать-то знает уже, да. Где положил, там возьми. Я раз в шкаф. Я говорю, да нету тут. А ты что, в шкаф ложил? А куда же, я говорю, мог положить? О, Господи, если у тебя в эти года ум такой, как же у тебя будет в мои годы, говорит. Иди вот в заборе, хорошо дождя не было. У тебя мать до скольки лет жила? А? До скольки лет жила мать? 78, 78? да. А батя? А батя 86. Ага. Нормально. Как бы и на ногах, да, нормально? Да. Он неделю полежал, и Ольга там, сестра, за ним ухаживала, все. Он говорит, не надо, все, мне все. Срок, да? О, смотри, Иван, какая вкуснота. Ага. Ой, вообще мангал суперский вышел. Получается 2 бревна и жар снизу, Да, и между и ними. между ними. Рукой не надо. Вон кипит жир. О, красота какая. Ну что? Ляпота. Ну что у нас по рыбацкому тут? Топаз, да? Я не буду. Рассказал, слово закон не клюет, не буду. Так, ну это как-то вообще не серьезно. Ладно, друзья, рекламная пауза. Да. Бутылку 2 мужика 2 дня сосом. Сосом. Так он же рыбацкий напит. Вот так вот надо пить. 2 дня. 2, а не 3 ли? Вчера открыли ее? Вчера открыли, да? 2 дня, какие-то пол-литра несчастные. Ладно, пошел за второй. Как мы пьем, так и рыба клюет, получается. А если бы мы пили вообще, лежали на берегу, она бы вообще не клевала. Она бы в лодку запрыгивала. Расскажи, как рыба-то тебе в лодку чуть не запрыгнула. Еду, да, волна от лодки, рыба выпрыгивать. Ну вот, столечко не осталось, чтобы через борт. На волну попала и подкинула ее. Ее подкинуло, и она бы на борт упала и точно бы в лодку. А что за рыба не успела разглядеть? Белая. Ну, харис или сиг, или язь. Что-то одно из двух. Ну, прямо на волне. Я буду Я, Иван, салом. понял, почему нам рыба еще не клюет. Знаешь почему? Что? Смотри, что я в рюкзаке нашел. О, Это думаешь откуда? это еще с той рыбалки. Это еще с той рыбалки. Никогда не надо привозить спиртное обратно. Да, лучше положить где-то там под Да. камень. А мы не допили тогда, вот пол бутылочки осталось. Я привез домой. Всё. Оно пролежало 3 недели или сколько прошло уже времени-то. Да. А мы хотим еще рыбу поймать. Это то же самое, что на рыбалку рыбу нельзя брать. Так с рыбалки нельзя рыбацкий напиток обратно домой привозить. Да. Вот почему рыба-то нам не клюет. Сам не можешь? Дай товарищу. Холодненькие? Не? Нет, я не хочу. Ладно. Я не хочу, потому что вот сало Сало это с хорошо. этим с золой. Ну я тогда тоже не буду. Да ты... Ну вот эту чарочку еще хапыть и все.
Ну, правда, не буду отказываться, ты хотел сказать. Да, я больше тоже не буду отказываться. Не могу отказаться. Нет, конечно. Все. Чарочку, обедаем. Черпану малька вот отсюда, Да, пока мы я здесь его на берегу. прикормил там. Ну, Там его. много, да. И буквально пока еще даже не отплыли, вот здесь вдоль берега попробую, все-таки достану 6-метровую удочку и попробую раздраконить окуня. Да, туда-сюда, туда-сюда. В общем, всем приятного аппетита, кто за столом. Кто на рыбалке, ни хвоста, ни чешуи. Кто в постели, не скучные ночи. Больным здоровья. Да, и Здоровым еще большего здоровья. спокойной ночи и смотрите любимым Watch. Да. Будьте здоровы. То-то и оно-то. Да, берегите здоровье. Как мне одна землячка, она сейчас... Наташа Михайлова. Привет, Наташ. Пишет комментарий. Говорил мне, говорит, зубный врач. Это я что-то... Зубы болели, что такое. И она мне пишет комментарий. Говорил мне зубный врач, говорит, в молодости. Не честь, говорит, надо беречь с молоду, а зубы. Правильно? Хоть на старости сможешь огрызнуться. Да, там береги честь молоду, да, там. Он говорит, не честь надо, говорит, беречь молоду, а зубы. Да. Если зубы целые, то организм целый. Да. Лошадь-то тоже как раньше покупали, да? Да, по зубам. Зубы посмотрели, сточились зубы, значит лошадь старая, все. У меня тоже 3 зубов нету. Я тоже лошадь старая. 3 из 32? Да. О. Ивану 73, у него 3 нету, а у меня уже штук десяток-то точно, наверное, уже. То где-то мостик, то где-то под коронкой. Десяток точно, наверное, уже вырвал. Видать, я не берег зубы. Так, все. Так мы можем сидеть до бесконечности. Да. Кушаем, пьем чай. Чай вкусный сегодня, с бергамотом. Заварили с дымком. И на рыбалку. Но сало с золой еще вкуснее. Ну так. Включаемся при первых поклевках. До первых поклевок. Что? Пока, Рекламная пауза, что теперь? Да. Отдохнем. А то болтаем. Алтай, шалтай, болтай. Алтая не взяли. Из-за этого и не клюет. Да. Он бывало, тащишь рыбу, он сразу смотрит туда. Помнишь, зимой? Ну. А если живой, он сразу побежал дальше. Это не дадут. Не живой налимчик, он стоит. Знает, это его. Ждут. А, Ничего, Иван, скоро зима. Мы еще половим налимов. да, я думаю, что в этом году будет зима еще. А куда она денется? В этом году мы тактику поменяем, место поменяем, и все будет Да. чики-пуки. Да, надо уже. А то речка широка, страна моя родная. а Да. Когда уже, оно всегда хорошо. Ну, да, но с этой стороны оборвал налим, на ту сторону пошел и там попал. Но это же, А, ну да. это не сказка ли, блин. А мы думаем, что он должен переть вверх, по этой стороне идет налим. В правом верхнем углу будет ссылка на ролик, где это было, как это было. Да. Когда поймали налима с крючками, который днем раньше оборвал. Здесь. Да, 2 дня назад оборвал. А поймался там. Так что вы это скоро все увидите. Скоро я приеду домой, смонтирую этот ролик, сделаю мотор. И следующая рыбалка у нас будет в нижнем течении, да? Да. Нету морожки, будем собирать смородину. Да, смородина на острове есть. Это Есть. Я смотрел, сейчас был на лугах, созрело уже, все нормально. Конечно. Я вижу Все, по своему кусту. теперь точно до первых поклевок.